утро. Проснулись. Сейчас все по делам. И мы в город пойдем. Сейчас стоим на остановке, ждем автобуса. Погода хорошая. Пускай весь дождь пройдет сейчас. Ну, в смысле, сейчас идет, не потом, в дороге. И вот сейчас в парк зашли. Здесь фестиваль цветов какой-то интересный. Все оранжевого цвета. Прям из яблочек сделали. Вот эти ягодки. Настя хочет скушать эти композиции. Я бы тоже, честно, тут черноплодная рябина. На, возьмите. Пингвинчик это. А вот валяется. Сова. Это сова. Это уронили. Что он упал? Это уронил каким-то. Да? О, крокодилище-то, а? Здорово вообще. Вон бананы, смотри. Бананы эти. Какаду. Столько съестного здесь, хочется поесть прям вообще. А мы привыкли на все смотреть с точки зрения еды. Да, мы все воспринимаем как еду, нам хочется это все съесть, потому что если мы видим, что это растет на деревьях, мы это едим. А здесь это не идет. Вот, смотри, земля. Че? Планета. Ага. Медведя с Ой. Вот тут Удмуртия, какая здоровая. Глазов, Воткин, Сарапул, вот Ижевск здесь. А там что, Чуваша есть? А, это герб. Это не герб. Ого, мы тут даже буддийскую ступу нашли. Прям как в Тибете. Здорово. Всем буддистам привет. Как по-бурятски? А, Санбайна, да, это по-монгольски тоже. Санбайна, ну не только там, что Санбайна.
калмыцкие. Кто у нас в России-то? Буряты, калмыки, да, буддисты? Кто еще? Все, да? Это как раз монголы практически те же. Ой, раты там ушедшие калмыки-то. Вот, а так Тибет в основном. Тибет. Тибетцам всем привет. Всем тибетцам большой-большой привет. А вот и Кайлас, видишь, центр развития называется Кайлас. Кайлас — это священная гора у буддистов. Йога, цигун, медитации. Вот значит почему буддистский здесь, буддийская ступа стоит. Удмуртскую музыку слушаем, клипы. Вообще классная музыка. Все, доброе утро. Ну какое доброе утро? Вечер уже. Поспал 2 часа. Ну, сейчас поедем, в общем, в этот Бодхи, в антикафе, выступать там буду. Ну, выступать. Встреча с людьми будет. Кто хочет в Ижевске встретиться. Здесь чувашский велопутешественник Никита Васильев. Уже путешествую на велосипеде, наверное, года 4. Вот. Сейчас нахожусь в Большом Восточном кочевье. Ну, возвращаюсь уже из Большого Восточного кочевья, в котором я уже почти 2 года, 23 месяца. И проехал за это время 34 тысячи километров. Вот. И вот сейчас в Ижевске. Ну, через большой путь. Даже показать никак не могу. Это дня, что все равно все к этому возвратиться. Думал, все до 5-го курса доучусь, закончу наконец университет, там, но мне со 2-го курса ушел, не выдержал все. Самое классное? Мне везде нравилось. Сейчас вспоминаешь и... Нет, вот так вот, откуда не хотелось уезжать вообще. Ну, я вот сейчас думаю, надо было там вообще не уезжать. Это все показать. Ну, потом он приехал, он где-то в Тибете был, мы с ним решили вместе дальше ехать. Он предложил, и я думала, сначала думала. Ну, и надумала, почему, думаю, нет. Ну, я потом буду жалеть об этом всю жизнь, если я откажусь. И когда он приехал на Алтай, он позвал меня посмотреть. Может, ты приедешь со мной, возьмешь. Ладно, я честно. На следующий день я уже приехала к нему на Алтай. Ну вот в Удмуртии у вас мы сколько километров? Да, проехали, вообще обочины нет. Будь здорова. Прибудет смотри. Как называется, Настя? Докши, да. Через Докши поехали. Там узко. Мы думали, там, может, машин поменьше хоть будет. Ну, проехали по Гравике, потом сюда, там машин столько. Никита нереально популярен среди малышей. Ленин и дети. Я для них, Сердюша была. я для них как этот пятачок из спокойной ночи да? Парень из телевизора. Настя под меня засыпала, да, говорит? Да. За внимание. Нагрузки Брукс, ну я не знаю, не пробовал Брукс, честно. Ты себе долго подбирал сиденье, чтобы под себя, чтобы нормально ты... Не, второе мое сиденье в жизни. Ты, у меня главное назад только этот Там же, да, там же нет этого, а ты большой уже мальчик. Не, вот посет сидушек, вот честно, у меня первая была моя, ну у меня GT велик, и у меня стандартная была сидушка. Я один раз себе до того натер, короче, что кровью, ну, пиксел, короче. Вот такая была у меня штука. Ну, не с чем было сравнить, я как ездил. Надо пробовать просто разные сидушки. И вот потом мне друг подарил во Владивостоке, ну, ВТБшная мягкая сидушка. И, в общем, это, я мягкую сел, вообще перестало все, я вообще комфортно стало, идеально все. А Брукс я не пробовал, но вот всех путешественников европейских, кого встречал, заберем с собой. Уровень мимимишности зашкаливает. Поэтому сидушки, а вот эти форумы читать, там умников вот таких вот, знаешь, сколько. Я никогда не читаю, просто люди пишут, которые вот, ну и сам когда-то тоже там что-то смотрел. Не, даже для детей это вообще классное развитие, я вот своих
Не говорила, я в это путешествие съездила, приехала, начала буквально говорить. Ну, как бы не выговаривала, а теперь она будет. Да вообще с природой надо детям общаться постоянно, они развиваются. Вот это прямо как вот в деревне вот растут дети, так же когда Сами с собой делиться вышли. у нас тоже дети вот играют там в лужах, что-то там копались, они там у них постоянно, я палатку собираю, они там что-то играют, каких-то слизняков ищут. Настоящее детство, да? Да, Не то, что да. здесь блин. Не квартирное детство. Ну вот сейчас я к этому тянусь как раз. Я так городской, то квартирный ребенок такой. Ну, во дворе делали, но все равно не деревня, город. Первый раз поехали, 50 километров в одну сторону, 50 километров в другую. Ну, знаешь, на майские праздники. Ой, не знаю, я бы сейчас, наверное, уже не поехала бы при тех же обстоятельствах. Какая была? То она в 2 месяцах путешествует. Она Ты что, помнишь, в когда прицепе, такая была? в прицепе с 2 месяцев, получается. Периодически катается. Ну вот прицеп я, даже вот меня все спрашивают, там, новых детей поднимают и говорят, ну вот у нас маленький ребенок родился, вы прицеп не продаете? Я говорю, нет. У меня ребенок до 7 лет будет ездить в прицепе, потому что до 7 лет они днем спят, а мне удобно. Ребенок спит, я еду. Пока ребенок спит, можно ехать. Потом, ну вот сейчас в 3 года уже очень хорошо договориться можно. Разговаривает, что нужно там, она скажет, просто так не ревет. А маленький ребенок, он не может сказать, что ему надо, он ревет. А ты едешь и думаешь, вот ему плохо, там, я его везу, как дурная мать, там. А на самом деле ему просто, может быть, там, почесаться что-нибудь, там, спина чешется и все. Вот. Ну, в итоге, вот, когда в 1,5 года я с ней ездила, как бы, тяжеловато еще. В 2,5 года еще тяжеловато, а в 3 года вот уже вот идеально все. Только тут опять вопрос возникает, как ее вести, потому что с прицепом в город тяжело. Ну, с 3 лет мы в кресле ездим. У меня кресло есть, Ну, но на в этом не прицепе на дальняк удобнее. Да. Потому что кресло как По весу. табуретка, Да. а Положение прицеп получается, да? лежит вот так, Она у меня сидит, сидит нормально. играет. Потом Сидит нормально. тут есть крыша над головой. Когда дождь, мы закрываем сверху прицеп этим полиэтиленовым дождевиком. Ребенок сухой. Ну да. В кресле у меня она в мембране в прошлом году вымокла насквозь, она была вся сырая, вообще вся. Но под таким проливным дождем мы, конечно, ехали тогда. И вы представляете, вот позитив ребенка вот меня тогда убило. Еду, дождь, ну в течение 3 часов вот льет дождь, и я просто хочу доехать до города, у меня деньги кончились, мне нужно было, я ехала в чешский город Дечин, чтобы снять деньги или гостиницу найти, или что. Ну, в общем, с палатки мы выехали, еда кончилась, деньги кончились, надо снять. Тут банкомата нет. 20 километров еду под дождем, 2 часа. Она говорит, мама, я замерзла. Я говорю, потерпи, потерпи, пожалуйста. Проезжаем еще немного, все, уже почти доехали. Все, говорю, сейчас доедем. Она такая, у меня такое настроение, боже мой, какая плохая мать. И она потом говорит мне, посмотри, какие красивые поезда есть. И вы представляете, я еду, чуть ли не реву, потому что ребенок, какая бы ни была трудная ситуация, вот, замечает прекрасно. Ну, мы, конечно же, возьми. Мы зашли сразу в магазин, я купила там шоколадку, чтобы она покушала. Ну, Так я смотрю на их путешествия с Леной, да, они ездят. Блин, ну такие молодцы, чтобы я там вывезла ребенка. Я даже в кресле что-то вот не... ну, в кресле Мало. сложнее на самом деле, чем в прицепе. Прицеп это как фура. Ты поехал, у тебя сзади рюкзак. Ну, это Пшевские. Мы просто вот поэтому и выезжаем вот там, где это возможно делать. То есть там можно спокойно 50 километров проехать по велодорожкам, без бордюров, без ничего. Ребенок спокойно спит, ест, там играет. Песни пела, в охотников каких-то она там играла у меня в этом году. Но я скоро начну выкладывать видео. По дням я наснимала там. Буду. Это так было тяжело, вот говорю, 1-2 года. А сейчас вот уже мы... Сегодня, вот 3 года уже просто действительно едешь вроде, еще надо немножко проехать. Оля, садись, вот я тебе еще хлебушек дам, поешь, ладно? А я еще поеду, ладно. Вот у нас просто в этом году был лимитирующим фактором ребенок годовалый.
потому что ему не объяснишь, он все, уже хлебом не затыкается, уже никакими едой не затыкается, уже все, надо останавливаться по-любому. Там же ремни, да, внутри есть? Ну да, пристегиваешь, как в автокресле, все точно так же. Потеряется, Да. смотришь. Ну, мы старших уже перестали пристегивать, они там и стоя, и всякое. На меня, конечно, иностранцы так смотрят, так, типа, нельзя же так ездить, нужно же пристегивать, еще и без шлемов мы ведь ездили. Как это без шлемов-то? Они там итальянцев встретили. В прицепе ребенок, в шлеме, еще какая-то подушка. Они там ревут, не подвигаться ничего. Наши там полностью передвигаются по прицепу там. У меня Оля, говорю, вот так вот выглядывает из прицепа палкой. Пиф-пиф, я волком, говорит, стреляю. Игру себе придумала, все, я еду довольная, у меня ребенок довольный. Ну вот все, закончилась у нас встреча в таком магазине классном. Мне нравится вот здесь второй этаж. Там такая, такие ништяки внизу. Они все из путешествия, кстати, привезены. Да. А сейчас мы еще прощаемся. Вот здесь что только нет. Мы сделали общую фотографию. Вот, спасибо вам большое за встречу, за атмосферу такую классную. Спасибо. Да, в блоге это будет суперлавка Бодхи, знаете, в Ижевске, в Петровском такая, где очень много этнических разных классных штук, одежды и всего-всего-всего остального. Все, вот так вот. Минутка рекламы. Приходите. Сегодня весь день дождь. Почти с самого вечера вчерашнего, да? Чуть-чуть перерывы были. Просто фонарь. Можно сразу Да? напрямую. Да, да, можешь как бы сразу вот сюда. Ну вон Степу встретил. Привет, Степа. Привет всем. Передавай себе привет на видео прям сразу. Всем привет. Вот Степа мне подарок сделал. Это Динамо втулку. Говорит, мне будет очень полезно. Да, штука должна быть полезной. Да, осталось ее только поставить мне. Ну я, наверное, может до Чебоксар даже доеду, Да, посмотрим. да. До Чебоксар ее довезу, там уже поставлю. Ну, спасибо вообще, подарок такой классный. Динамо втулка. Давно такой хотел. Она, правда, тяжеловатая такая, да? Вот она вам это весу добавит немножко. Да. Ничего страшного. Тяжеловатая, но это мелочи все, в общем. Вот. Вот дроческоп. Нет, это не то видео, что ты там видел. Это к нему не имеет отношения. Да, понял. Ну я никакого. что-то называю так велосипеды теперь такие интересные. Не-не-не, это не дроческоп. То видео, да, это совсем другой велик, блин. Это я чисто собрал это, на этой как планетарка. Ну. 80 скоростей, файн. Хорош. Для дороги, в общем, да, у тебя? Один плюс в ней, да, вот замазал ее грязью, вот там все в грязи у тебя, она едет и едет без всяких этих. А ход как она? Сильно не... Ход немножко она, Тормозит. может быть, чуть-чуть ты заметишь. Ну, понятно. Чуть-чуть заметишь, да. Но зато фара от нее, блин, вот эту галогенку ставишь, да, вот это, как ее, галогенку, короче, не вот эти новые, которые вот сейчас пошли фары, да, на этих, на этих диодах, да, а вот еще старую даже ту лампу. Ламповые. типа, Она да? же, они же мощные, как те галогенки, да. Вот сюда, короче, цепляешь, да, она бьет, блин, метров на 100 бьет. Ну. Короче, вообще пипец штука. Она вообще какого года-то? Она, блин, ей уже лет 9 точно 9, есть. нормально. Да, я ее купил в Москве на Савеловском рынке. Нулевую, да. Не на Савеловском, в Сокольниках я ее купил. В Сокольниках, короче, из Москвы пер. А ее отключить нельзя же, да? То есть она постоянно... Да, то есть вот она постоянно у тебя постоянно вырабатывает Можно все телефон, свой- все можно сделать. Но, да, Главное да, все сделать. можно. Короче, лампочку отсюда, прямо можешь хоть час ее ставить, и лампочку вот сюда цеплять, и все. Она говорит, а если ты хочешь этот, как ее еще подцепить, этот, как его, Ну, телефон свой, гаджет. то сюда надо этот, как его, диоды, несколько этих, как его, диодов несколько поставить. Мгм. Несколько диодов, короче, и
шнур от телефона, да, от зарядки, там, короче, его надо обрезать. Ну понятно, ну. Короче, это как его, черный провод и этот, как его, красный будет там. Ну все понятно. Ну, там это, разберешься, увидишь там это, в этом, как его, в Он ютубе увидишь. даже там есть. крутится так. Да, то есть можно, смотри, вот так, Тяжело так. вот так вот можешь. Вот я взял, допустим, ты можешь ее сейчас одной рукой вращать. Ну да, с Короче, таким вот. усилием нелегко крутится. Да, ну, Так вот но будет заметно, что немножко... вырабатывает. Но да. зато будет электричество у нас. Зато всегда будет электричество. Ночью едешь, днем можешь заряжать, Мгм. что хочешь делать. Вообще независим сейчас будем Да. независимо от этой Да, солнечной от солнечной панельки. батареи, в принципе, А да. то она только Да, на да. солнышке, теперь будет и зима. Кстати, зиму она как Зимой нормально работает. зимой нормально, да? Да. Вырабатывает 6 вольт, 3 ватта. То есть Ну, тут написано. холод ей ничего не В вредит, принципе, да? не, нормально. Нормально вырабатываем. Хорошо, вообще классный подарок. Я тут, чтоб не забывал, Стёпа жест, написал, да. Стёпа жест. Буду, если даже будет стираться, я буду ее подкрашивать. Маркером. Вот, все еще. В общем, велосипед это вещь. конечно. Велосипед это вещь, потому что он сохраняет, как бы молодость сохраняет. То есть вот, как его, Никита, если будет продолжать ездить каждый день на велике, я гарантирую, он будет оставаться точно таким же, и в 50 лет он будет точно Ну такой. как ты ж фотку скинул, Да, говоришь, 22 ну, года. примерно я отличился такой же. немножко. Я бы уже женился еще. Молодой. Ну Женился, что, семья сейчас, это все. тоже молодец все, Да, ты чё? да, да. Главное правильных людей найти, и все нормально. Вот. Вот. Такие вот дела. Я вообще, вот так вот Ижевск встречает. Потрогал. Вот наших друзей встретили. Встретились наконец-то. Ребят, Мы тут уже, короче, почти родили. Вот. Уже 3 месяца на вахте отработали. знакомьтесь. А эти бездельники все еще едут. Серега, Серега, вот скажи, что с ними делать, с этими бездельниками? Мы их на Алтае видели, здесь они опять делают все еще. Может, побьем их, а? Нет. Да зачем ты что нас бить-то? Ну, можно и надо для профилактики, конечно. Чё, сколько можно бездельничать? Пора, да? Да, вот знакомьтесь, это Женя. Наша. Пиар-менеджер Да. Ижевский. Ну, что, у нормальных людей приятно побыть. Конечно. Точнее, у в меру ненормальных. Да, ну вот я расскажу, кто не знает. Мы вот ребят встретили на Алтае. Вот. Слава мне показал Алтай. Ну, из людей, может, Ну, то других. есть, да, это была Да. такая подача, причем он чуть не проехал. Я, кстати, там где-то Да. отметил, как я его уговаривал. Чуть ли. Мы фактически его связали, выехали, уже без 5 минут были готовы выехать на машине ЗИЛ-131 и просто его повязать и перевезти силком к Валентину. Он такой, я назад не возвращаюсь, я что-то, мне кажется, дальше надо ехать. Я Да. такой, ты не представляешь, что тебя ждет дальше. Так что благодаря Славке я увидел Алтай. И Настя тоже. Да, А, кстати, да, это на месяц продлило их путешествие. вообще здорово. Всё. Недавно мы были на Соловецких островах, там удачно отработали 3 месяца вахты. Ерема там полетал на халяву на вертолете в Архангельск. Его везли, да. Он там закувыркался, его привозят в Архангельск, и он там успокоился. Мы такие, твою мать, узнаем санрейс туда-обратно 600 тысяч, чтобы с Архангельска на острова прилететь. Прилетела бригада врачей, короче. То есть вообще хитрюга, да? На халяву полетать на вертаке. Я еще не родила. Да, у меня еще мечта такая была. Вот, думаю, на вертолете полетать. Настя же тоже на Алтай тоже летала. вы знали? Короче, да. Согласись, прикольно, да? Так в том-то и дело. То есть, я думаю, у папы-то нищеброда не будет такой возможности оплачивать такие рейсы, поэтому это была единственная возможность. И Рема сразу ее использовал. Прилетают туда, и он успокоился. Говорит, все лекарства отменили, ничего не ставят. Блин, зря улетели. Хотя потом такие, вообще не зря. Как бы новые ощущения. На вертолете летал, с дальнобоем ездил, короче. На пароходе плавал. Так что Вообще молодцы. Здорово, что Рады увидеть так вот.
Пересел, вот мы к этому проезжаем, Татарстан, видишь, рельеф пошел, мне понравилось. А вот, и я причем еще автостопом 5 велосипедов с собой привез. Один для стрита, другой триальный, один шоссейник, потом найнер на 29-х и кросс-кантри. Ну все разные. Я встречаю, да. Газель, короче, газель. Мистер Дёрт, мистер Грязь. Дертископ. Да. А, вот, кстати, можешь, знаешь что, интересно, это защиты от грязи. То есть это эксклюзивные такие штуки, да. То есть грязь от колеса к цепи не летит вообще никак. То есть ни от колеса, ни от переднего. Плюс, ну, защита на вилку, естественно, что ноги вообще никак тоже. Это просто бахилы от... Ну, я работал на велороллер прокате, и это одноразовые бахилы от роликов. Сюда хоп. Вообще классно. Короче, обычная вилка РСТ пашет уже несколько лет без обслуживания. Причем, ну, я катаюсь даже зимой. Вот это можно взять на вооружение, ребята. Все, приняли. Велосдвиг. Да, в действии. Мышление велосдвига в действии. Все, давай. Давайте, ребят, пока. Со Славкой, может, завтра увидимся еще. Сейчас, да. Смотри, трюк на прощание. Задний ход. Однако. Монумент дружбе русского и удмуртского народа. Вот Здесь, Ижевский пруд. Да, пароходики у нас, теплоходики ходят. Клево. Там справа пристань сделали на корабликах, катамаранах, можно сейчас кататься. Здесь была набережная, здесь дома. Один дом есть купца Бодолева, еще живой, ему лет 200, наверное. Этому там пивоварня. Это летний сад, парк Горького. А вот внизу это старые дома, вот как раз дом Бодолева. Один оставшийся. И вот еще, смотри, слева, это Генеральский дом. И сейчас в нем музей Ижевска находится. Тоже одно из самых старых зданий. Их немного, но вот они остались все-таки. Вот слева здание главное. Ну, мы обратно здесь же поедем и увидите вот это вот главное здание старинное, которое. А так вот концерн Калашников, здесь люди ходят на работу. Вон там дымит металлургический завод, трубопрокатный, да? Ижсталь. Прикольная ротонда на крыше такая. Все для жильцов сделано было. Сталинские такие доми. Ну да, сталинские. Вот мы приехали в Бобровую долину. Нам сейчас удмуртскую кухню показать хотят. Ну, попробовать. Показать, попробовать. Вот речка Иж сама. Это после той плотины как раз она такая маленькая уже. Зелененькая. Да, ну здесь бывает разливается, все затопляет. По весне, да? По весне, когда вот, сбрасывают. Нормально. воду. И люди в туалет сразу сюда ходят, да, в речку? Ну нет, это не туалет. Туалет же вроде. Нет. МЖ он. Не-не-не. Или душ. А, это душ может быть, кстати. Вот, в общем, мы пришли вот
национальную кухню. Ресторан национальной кухни Бобровой долины. Да, сейчас попробуем, посмотрим, что здесь есть. Табани, перепечи. Так, я предлагаю попробовать табани взять. Тимур. Перепечи взять, попробовать. С капустой. С чем вы хотите? Перепечи? Да. Ну, можно взять с капустой, с грибами, там, например. О, да. А есть еще... А у вас кетчуп или вы с томатный соус делаете? Давай перечисляй, Давайте что ты томатный знаешь. соус. Ну вот пельмени. Вот Это ржаная мука. Пельмень Да. называется. Пельмянь. пельмень. Пельмянь. Да. Так, а это? Это перепечи. Мгм. Перепечи с мясом, с луком у тебя. И вот это уже порезали. Так, это табани. Табани с припеками, с Каком это корочкой. рыбу типа? Как блины, Корочку, блины, да. короче, с Да, рыбой такие. дрожжевые. И Костыбей? костыбей с картошкой. Всего. Сейчас попробуем. Ну, вот от надписи УИР. Ты хорошо подошел. Пойдем к нам. Стой, стой, стой. Не вырубай камеру. Да, просто на это надо снять. Бог смотрел? Чуть повыше взгляд на уровне горизонта. Да. Ага, и ближе к нам сюда взгляд. Нет, не голову, сам взгляд, да. Угу, супер. Такой комплекс классный. Тут столько всего. Русские мотивы. Все, пока-пока.